78-я годовщина депортации крымских татар, и это сегодня вписан в контекст войны. Эту часть выпуска мы будем вести на русском языке панты и языке контрпропаганды. Мы, как журналисты, понимаем, что не участвуя в пропаганде в мирное время, мы вынуждены участвовать в информационном объявила Российская Федерация вместе с горячей стадией войны февраля. А по-настоящему эта война началась 20 февраля с выборов так называемого народного мэра в Севастополе, которое перешло в захват административных зданий в Крыму парламента и правительства в ночь на 27 февраля. И 8 лет Россия ведет эту подлую войну против своего соседа, против Украины, с которым подписывала договор о дружбе и признании границ. У нас на прямой связи лидер крымско-татарского народа, до этого многолетний председатель Меджлиса крымско-татарского народа, политзаключенный и диссидент советского периода, который прошел 6 ходов в советских лагерях и тюрьмах, и кандидат на Нобелевскую премию, который выставлен от Польской Республики, Мустафа Гаджимилев. Хайрлах Шамар. Мустафа Ага, иштесизмо? Yok, eşitmeyim bir şey. Şimdi işitseniz, еще раз, слышите ли вы сейчас студию? Алло. Алло, слышно ли вас сейчас? Очень плохо слышно. Но я постараюсь говорить громко. И сегодня у нас на прямой связи была постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева, которая сообщила, что в связи с войной и отсутствием экспертной среды законопроекты о статусе крымско-татарского народа и, конечно же, о национально-территориальной автономии крымских татар отложены на неопределенное время. Что мы можем говорить сейчас об этих законопроектах? Насколько они актуальны или, на ваш взгляд, их стоит пока отложить? Нет, как раз таки сегодня был круглый стол Комитета по правам человека. И мы говорили о том, что нужно делать в законодательном уровне в связи с войной. И как раз я говорил о том, что мы должны быть уже готовиться к тому, что Крым будет освобожден. И поэтому мы после освобождения столкнемся с рядом проблем, которые надо будет срочно решать. И к этому времени у нас законодательные акты должны быть приняты. Ну, кое-что уже принято, скажем, еще в 2015 году приняли постановление о гарантиях прав крымско-татарского народа. В прошлом году приняли закон о коренных народах. Но еще нужно о статусе Крыма, о месте там Меджлиса в правовом поле, о системе управления автономией и, главное, о статусе самой крымской автономии. То есть речь идет о внесении поправок в Конституцию, 10 главу Конституции, где говорится о Крымской автономной республике. И я знаю, что есть какие-то сигналы, там уже с офиса президента, что кое-что уже, видимо, будут подавать. Я думаю, в первую очередь речь идет о статусе крымско-татарского народа, законом. Но закон законом, нам все-таки надо будет, наверное, вносить поправку в Конституцию, потому что законы как-то она быстро меняются, а совершенно другая Конституция. Над этим, видимо, будем работать. И вообще-то сегодня должна была быть встреча с президентом, она была уже назначена на 14:30, но потом произошли какие-то вещи, там какие-то очень срочные встречи, и пришлось это отложить. Отложить, но не отменить. То есть, наверное, все-таки в ближайшее время эта встреча состоится, мы об этом будем говорить. За те 18 мая, которые уже в статусе президента Зеленский встречает, по-моему, была только одна встреча на 18 мая, если я правильно помню. В остальное да, время... в 2020 году была встреча. В 2020 году была встреча. Мустафа Ага, кроме понимания того, что нужно вносить изменения в Конституцию, вы в прошлом эфире говорили о том, что среди крымско-татарской молодежи, к сожалению, из-за российской пропаганды, информационного вакуума, есть целый ряд скепсисов, мы не будем уточнять каких, и это важно преодолеть в какой-то короткие сроки. Но знаете, сейчас я не попытаюсь быть адвокатом той части крымских татар, которые живут в Крыму и которые со скепсисом относятся к Украине. Что мешает государству Украина сделать символические шаги, когда от правых до левых в украинском парламенте уже все 100% говорят, что надо преодолеть эпоху колониализма в Украине, но при этом такая вещь, как простая вещь, топонимы Крыма,
Колониализм Крыма – это топонимы Крыма с 1783 года по сегодняшний день. Не существует никакого Симферополя, не существует никакого Севастополя, но существуют другие греческие названия – Хаписхор, Симеис, Карис, Айпетри. Есть названия, выдуманные Екатериной и ее приспешниками, есть названия исторические. И исторические названия в большинстве своем крымско-татарские. Так что мешает государству Украина не решением, не изменением Конституции, не законом, а простым постановлением изменить эти названия? Не референдумом они менялись в свое время. Они менялись замещением населения и геноцидами, как минимум 3 геноцидами против крымских татар. А если считать сегодняшний, 4 геноцидами против крымских татар. Что мешает парламентским фракциям изменить символически и показать свою искренность по отношению к преодолению политики деколониализации, в том числе в Крыму? Нет, ну действительно, когда сегодня как раз об этом тоже говорилось. Мы говорили о том, что топонимия Крыма после депортации, да, впрочем, до депортации, она была довольно исковеркана, советизирована, расчифицирована, милитаризована, и поэтому нужно возвращаться к исторической топонимике. Но практически сейчас, вот, когда гибнут люди, когда там все решения, все эти вопросы связаны с войной, говорить о топонимике, ну, не совсем может быть корректно. Хотя, я думаю, в ближайшее время, это уже все-таки, когда подберется, улучшится ситуация, я думаю, мы вернемся к этому вопросу. Бах, Осман, мне там кто-то звонит, а дома никого нет, мне придется пойти открыть дверь, потом... Продолжим, да, пока Мустафа Ага продолжает заниматься своей и политической, и бытовой, и встречами. Мы уже прям в прямом эфире наблюдаем, как происходит общение онлайн и вживую с гостями Мустафа Ага. Те, кто знает лидера крымско-татарского народа, знают его открытость ко многим людям, и к людям достаточно активным и политически, и молодежные организации. Почти все спокойно могут с Мустафа Ага, делая реальные предложения, встречаться, получать его, прежде всего, такую моральную поддержку в той деятельности, которой занимается. Мустафа Ага вернулся. Знаете, говоря о том, что вы упомянули, пока гибнут люди, не на часе, да, украинскую. Знаете, на протяжении истории независимости Украины крымско-татарский вопрос всегда был не на часе. Был не тот состав правительства, не тот президент, не та пандемия, не та война. Знаете, потом будет не то химическое оружие, не то атомная бомба, не то, оно будет всегда. На самом деле, я скажу, наверное, очень вещи не циничные, а очень прагматичные для крымских татар. Конечно, то, что совершает Россия, это военные преступления. Никто не преуменьшает уничтожение Чернигова или Мариуполя, Бучи или Ирпеня насилия. Но, знаете, на украинских дорогах в год, пока что это не сирийская война, Аллах шкур, и дай бог, чтобы она не была, на украинских дорогах больше гибнет людей, чем в этой войне. Поэтому не нужно искать парламентским силам и президенту Украины оправданий для того, чтобы не решать эти вопросы. Я думаю, что в данном случае я, как человек, который живет в Киеве, а не Крыму, просто пытается понять и объяснить крымскую позицию крымских татар, которые все эти годы, несмотря на давление, оставались верными гражданами Украины. Но сегодня не готовы вестись ни на какие манипуляции, в том числе политические, со стороны киевской политики. Мы не говорим государства и граждан. Граждане Украины всецело поддерживают крымских татар. Но политические силы иногда начинают заигрываться в игры, которые очень понятны и не воспринимаются крымско-татарским сообществом в Крыму. Возможно, я ошибаюсь, Мустафа Ага. Ну, немножко утрирование. Сказать, что на дорогах больше гибнут, чем на войне, но это просто, я не знаю. У нас только одних этих путинцев убито 28 тысяч за всего лишь 84 дня. Сколько мирных жителей, целые города снесены, типа Мариуполя, скажем. Поэтому говорить, сравнивать ее с дорожным происшествием, по-моему, не очень корректно. Проблем действительно очень много. И сейчас, мы же сейчас, Верховная Рада собирается один раз в день, один раз в неделю. И всего лишь на несколько часов. Потому что постоянные эти воздушные тревоги, ну, считается, что долго нельзя собираться. И, конечно, выносятся самые-самые такие эти, непосредственно связанные с войной. Поэтому тут утрировать, наверное, не стоит. То есть
А я понимаю, пока что крымско-татарский вопрос не удается вписать в контекст войны, и пока у украинского политика нет понимания, что это неразрывно связанные вещи, нерешенный крымско-татарский вопрос и война, которую ведет Путин. Но это вопросов много, не только крымско-татарский вопрос, но еще и очень много других неотложных вопросов, но тем не менее делается все, что возможно. Мустафа, немного хочу коснуться по акциям, которые сегодня проходили в Турции, где наибольшая диаспора крымских татар. Действительно, были какие-то и заметные акции, и вещи, но сегодня мы можем видеть среди тех людей, которые не вовлечены в крымско-татарские организации Дернеки, которые есть крымско-татарского происхождения, они уже открыто начинают говорить о таких вещах, что сами крымские татары Турции, которых там подсчитывается от 2 до 5 миллионов, они о своем прошлом почти ничего не знают, и связано это прежде всего, что тема, кроме академической среды, на общенациональном уровне имеет, ну скажем, если не табу, но не имеет образовательной подоплеки. На уровне средней школы и старших классов о крымских татарах ничего не известно, кроме того, что есть такой народ, живущий в Крыму. Действительно, я поинтересовался на уровне общего населения и среднего образования. Основное население Турции, оно не университетское, а это максимум среднее образование. Оно ничего не знает о крымских татарах, и на эпохе Османской империи и информация о крымских татарах заканчивается. Нам кажется, что вся Турция знает после этих каких-то гала-вечеров, каких-то показов в фильмах, но на самом деле это даже не 5% Турции. На ваш взгляд, каким образом лоббировать, даже на уровне Украины, сегодня крымско-татарская тема звучит в школьных учебниках и на экзаменах. Как вы считаете, возможно ли в Турции продвижение крымско-татарской темы для общего населения? Потому что, когда избиратель общий понимает и требует от своих партийных сил некого вмешательства, только тогда начинают решаться вопросы, которые не решаются годами. Или это не актуально сегодня для диаспоры и для крымско-татарского народа на территории Республики Турция? Если проследить прессу, интернет, по крайней мере, то на территории Турецкой Республики, наверное, больше всего публикуются материалы, связанные с крымскими татарами. Вот я с самого после нашего возвращения, с 90-х годов по сей день систематизирую, у меня там на 66 языках все, что публикуется по Крыму, крымским татарам. И, конечно, больше всего на русском языке, на украинском. Нет, на втором месте на турецком, потом на украинском. Ну, конечно, это не охвачено. Все, что попадало в руки наши секретари копируют. Я хочу сказать, что как раз-таки Турция по сравнению с другими странами, она наиболее осведомлена. Там очень много продуманных, очень таких хороших статей, которые связаны с Крымом и с крымскими татарами. Но этого недостаточно. Действительно, там молодежь, там в школьных программах этого нет. Но это в основном, конечно, должно быть заботой и сферой деятельности нашей диаспоры. По крайней мере, они это могут сделать больше, чем мы отсюда. Мы им делаем в меру своих возможностей. И вообще, если сравнить то, о чем говорилось про крымских татар, мне помню еще ссылки, когда я был в Якутии, Хакан Крымле, составленный и вместе со своим каким-то товарищем сборник отправлял. Крымские татары, печати, прессе Турции. Это такая небольшая книжка. И это все, за все время, то, что в Турецкой Республике было опубликовано, связано с крымскими татарами. Сейчас, если сделать такой каталог, ну 100 раз, наверное, толще будет. Одним словом, есть огромный прогресс, но хотя, конечно, может быть, оно недостаточно. У нас на прямой связи с оценками деятельности как украинского государства в виде его законодательного... Плохо слышно, совсем я сейчас, не доходит. Я сейчас подытоживаю наш разговор и говорю, что Мустафа Ага сегодня был в дискуссии такой со мной, говоря о законодательной ветви власти, прежде всего в Украине, и об исполнительной власти на уровне образования в Республике Турция. Обе страны очень важны для крымско-татарского народа. Крымские татары в большинстве своем граждане Украины, но диаспора наибольше проживает в Турции. И сегодня мы услышали от генерального консула Украины в Стамбуле, что только один человек за последнее время из крымских татар подавался на получение
статуса заграничного украинца, по-украински это называется закордонный украинец. Оказывается, никто из крымских татар Стамбула не проинформирован, какие возможности это дает для граждан Турции, которые получают такое. Они не обращаются в генконсульство за таким статусом. Связано это, прежде всего, по мнению генконсула Романа Недзельского, с тем, что это может быть интересно молодежи. А в дернеках крымско-татарских, к сожалению, молодежи очень мало. И получается, неосведомленность, неинформированность, отсутствие коммуникации создают те проблемы, о которых мы годами говорим в прямом эфире, и в том числе сегодня обсуждали с лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым. Чох сағымыз Мустафаға bizim эфирге қатылғаныңыз үшін, сағын қалыңыз, қайырлы ақшамлар.